Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас на такую тему. Какие подарки и сюрпризы у вас на пороге? На пороге это значит в самое ближайшее время. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, просто назовите свое имя. И давайте посмотрим. Так, я попрошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а кто-то у вас такой противный в окружении. Смотрите, есть человек с инициалами. Буква Н и буква К выходит. Мужчина, либо женщина с рожками. Кстати, по знаку зодиака, скорее всего, Овен. Очень упрямый человек, очень противный человек. Человек, которого невозможно ни уговорить, ни убедить. Аргументы для него это просто пустой звук. Вот, как-то боретесь вы с этим человеком, прям и злоба вас берет, и усталость, да, ну надоело, я же для тебя стараюсь, ну что ж ты не слушаешься, да, либо почему же ты так поступаешь? Смотрите, сюрприз заключается в том, что этот человек, ну мужчина, женщина, смотря кто у вас отыграется, попадет в какую-то ситуацию, где нужна будет именно ваша помощь, а вы придете и поможете. Человек будет вам очень благодарен. Вот этот момент, он идет решающий. После этого момента все ваши конфликты, все это закончится. И человек, ну вот из упрямого барашка превратится просто в паиньку. Вот прям будет ходить у вас по пятам, да, по всем вопросам с вами советоваться, всегда вот прислушиваться к вашему мнению. Это даже, знаете, как и не сюрприз, это как подарок. Подарок судьбы, вот человек поумнеет и поймет, где истинно друг, да, где истинно любящий человек, а где заблуждение и куда ходить не надо, либо кого слушать не надо. Вот очень хорошее событие, и вот оно уже совсем близко. Буквально в течение вот нескольких дней это произойдет ситуация. Вы, ну как обнулитесь с этим человеком, обнулитесь, и у вас как по-новому пойдет, по-хорошему и по-доброму. Так, идем дальше. Здесь кто-то вам будет делать подарок. Подарок, причем достаточно ценный подарок. Это вот заранее приготовлено для вас. То есть человек потратил время, пошел, что-то приобрел, думая о вас, там, изучая, возможно, вас, да, что вам нравится, что вам хорошо, что вам нехорошо, что вы любите, к чему вы нейтральны. То есть человек очень подготовился. Идет очень важный, ценный подарок. Вы, я так понимаю, что вы очень скромный человек. Вы, скорее всего, не захотите принять. Вам покажется, что это дорого, да, либо, ну, понятно, да, скромность, она украшает на самом-то деле, но иногда перебор идет. Мои хорошие, ну вот подумайте, вот вы кого-то любите, либо вы кому-то очень хорошо относитесь, вот, и вы хотите сделать человеку приятно. Вам для этого человека ничего не жалко. Вы идете, выбираете самое лучшее. Вы приносите этот самый лучший подарок. Вы даете этот подарок, да, а приниматель говорит: ой, нет. Ой, что-то это очень дорого, да, я не могу это принять. Да, и вы начинает отказываться. Вот как вы себя почувствуете? Вот не делайте так, не делайте. Но правда, не обижайте вы этого человека. Да, действительно старался, либо старалась. Да, действительно от чистого сердца вам будет сделан этот подарок. Да, он ценный, и да, он дорого стоит. Но примите, поверьте, человек вас ценит гораздо больше, чем те деньги, которые он потратил на этот подарок, либо она потратила на этот подарок. Вот очень приятное событие, но не омрачайте его вот этой вот чрезмерной скромностью, поверьте. Примите, да расслабьтесь вы, Господи. Ну,
примите вы этот подарок, сделайте приятно и себе, и этому человеку. Ведь вы действительно достойны и заслужили этот подарок. Даже большего заслужили. Да, просто у человека, ну, насколько фантазии хватило, да, такой подарочек он вам и сделал, либо она вам сделала. Так, добрые птицы, причем одна за одной летят у вас вот в сторону работы. Тут могут быть и хорошие новости о том, что вам повышают зарплату, либо что вам начислена какая-то дополнительная премия. Плюс вторая птица, скорее всего, ну вот она такая, знаете, она на себе что-то несет. Очень похоже, что на новую, может быть, новую должность, либо какие-то новые обязанности, может быть, изменения в должностной инструкции. Что-то вот хорошее будет происходить. В правой стороне летят хорошие предложения, хорошие изменения. И если вы уже ни на что не надеялись, если вы, скажем так, ни во что уже не верили, вот что происходит на работе, там, с начальством, с вашим, поверьте, изменения идут колоссальные. Причем одно за одним идет. То есть не успели вы отойти от радости по поводу первого события, тут следом влетает и второе событие. Вы будете очень довольны. Действительно будете очень довольны. Возможно, за долгое время, в первый раз, ну, повезло так повезло. Да. Но это не везение. Это не везение, это действительно заслуженное событие. Вы этого достойны. Вы давно должны были получить это. Да? Немножко как задержались эти птицы. Поэтому сразу парой и влетят в вашу жизнь. Так. Кто-то у меня, кстати, какой-то бизнес, либо какое-то дело очень холил, лелеял, вот прям тряслись вы над этим делом, никаких результатов не было, либо результаты были какие-то минимальные, абсолютно минимальные, вы очень расстраивались, вы очень переживали, кто-то прям и кушать не мог, и спать не мог, все думали, а почему же у меня не получается, вот у других получается, а у меня не получается. Смотрите, вы найдете ответ, вы не только разберетесь в этой ситуации, вы не только поймете, что, но вы поймете как. Как вам делать, либо как вам поступать, чтобы результат был действительно хороший, такой добрый, шикарный результат. Вот. Открытие идет информация, информационный поток. Вот вы прям попадете как в нужную струю, для себя найдете истину найдете, и это вам поможет. Я не могу сказать, что вас больше порадует то, что вы найдете ответы на свои вопросы, либо то, что вы добьетесь, начнете добиваться того результата, к которому очень долго шли. Прекрасное событие. Главное, не сдавайтесь, продолжайте, не отступайте на полпути. У вас все получится, все будет намного лучше, чем, например, у конкурентов, да, либо у других людей в той же сфере деятельности, либо виде деятельности. Так, мужчина, который вас обидел, либо очень плохо поступил. Мужчина. Но этот мужчина сейчас с другой женщиной, девочки. Он с какой-то другой женщиной, но вы от него пострадавшая идете, от этого мужчины. Какой-то плохой поступок, а может быть даже не один в вашу сторону. Смотрите, здесь идет справедливое возмездие. Ну вот как бумеранг, догнал его таки бумеранг. Да, прилетело так прилетело. Идет информация, кто-то своими глазами увидит, что с этим мужчиной произошла беда. Какой-то случай, болезнь, неприятности, да, что-то очень плохое произошло. Для вас сюрпризом будет то, что этот мужчина будет к вам обращаться за помощью. Либо придет, расскажет вам все как есть и скажет: я знаю, что меня Боженька наказывает за тебя, пожалуйста, меня прости. Прости за все, что я тебе плохое сделал. Вот именно у вас он будет искать помощи, у вас будет искать спасение. Ну, что сказать, да, карма, она в действии. И справедливый суд никто не отменял. И да, так иногда бывает, когда догоняют там, где не ждешь. Этот мужчина идет к вам, и именно к вам, да, не кому-то другому. И вот вам все это, значит, рассказывает, выпрашивает у вас прощения, вашего прощения. Не могу сказать, что вы прям порадуетесь тому, что у него беда случилась, хотя вижу, что в голове очень часто представляли, вот как бы
как бы, по вашему мнению, его должны поручить высшие силы. Но поверьте, даже этого вы не могли себе представить. Да, будет жалко, да, простите, я не знаю, там, может, совет какой-то дадите, может, даже какую-то помощь ему окажете. Но, тем не менее, событие, вот оно, совсем рядом. Смотрите, очень интересный сюрприз идет. Здесь пожилые мужчина и женщина в возрасте. Может быть, они пара, может быть, они просто знакомые. Вот они вас куда-то будут звать, приглашать, либо вы будете в их компании находиться. Вас они будут с кем-то знакомить. Вот у них план вас с кем-то познакомить, с каким-то мужчиной познакомить. Ну, соответственно, если смотрит меня мужчина, то с женщиной вас будут знакомить. Ну, такое, знаете, сводничество, да, сводничество, такие две свахи будут вас знакомить, то есть будут вас куда-то приглашать, я так понимаю, где-то за городом, вы будете туда ехать. Причем не просто вас пригласят в гости и скажут: ой, мы хотим тебя с кем-то познакомить. Нет, там будет какая-то выдуманная причина, что вот кто-то заболел, кому-то нужна помощь. Вы ж у нас спасатель еще тот, да, вы кинетесь помогать, спасать, приедете, а там шикарный молодой человек. Кстати, очень приятное будет знакомство. Вы, конечно, немножечко так раздосадуете, да, что вот вас там таким обманным путем затащили на это знакомство. Хотя, с другой стороны, вам будет очень приятно это знакомство, и вы смените, как говорится, гнев на милость. Да, с кем-то познакомитесь. Не могу сказать, что выйдет из этого знакомства, но знакомство очень приятное идет. Под приятное знакомство хорошо проведете время. Так, а здесь у меня выходят деньги. Деньги. То ли вы долго не могли получить эти деньги, то ли вы не знали о существовании этих денег. Как будто бы потерянные деньги, упущенные возможности. Вам идет какое-то сообщение. Может быть, на ваш телефон придет сообщение, может быть, вам извещение придет, да, почтальон, например, принесет извещение, где будет написано, что вы собственник какой-то определенной суммы денег, да, что нужно совершить какие-то действия, чтобы эти деньги получить. Деньги эти вам очень нужны, я вижу. Но это такой, знаете, как подарок от судьбы идет. Действительно, подарок от судьбы. Ваши молитвы, мои хорошие, слышат. Вот ваши молитвы, ваши просьбы. Не думайте, что вы одиноки в этом мире. Нет, у вас очень сильный и хороший ангел-хранитель, который вас и защищает, и оберегает. Да, иногда вы к нему не прислушиваетесь, да, иногда вы, скажем так, совершаете эмоциональные поступки, но тем не менее, вот ваша просьба по поводу денег, она услышана. Вы эту сумму получите. Будет большая радость, что да, такая сумма начислена. И второй момент, это когда вы получаете эти деньги, тоже идет радость. Кстати, деньги эти будете тратить либо на себя, либо на какие-то свои экстренные потребности. Но и приятное. Вот с этих денег идет что-то приятное. Вы что-то себе купите, чем-то себя порадуете. Кто-то купит себе, не знаю, может быть, украшения, кто-то купит себе красивую нарядную одежду, кто-то просто вкусняшек накупит, да, вот душу отведет вкусняшками. Но вот прям приятные события идут с этими деньгами. Видите, с левой стороны вы эту сумму получаете и вот тратите на себя, на свои удовольствия, на покрытие своих нужд, назовем это так. Так, девочки, какой-то вот тайный поклонник на работе, скорее всего, либо по соседству. Мужчина не свободный, но тем не менее это не мешает ему вас любить. Вот, любить и оказывать вам знаки внимания. Значит, что это будет? Это будет какая-то помощь, какое-то действие с его стороны в вашу сторону. Что-то сделает, принесет, подвезет, починит, поремонтирует. Будет стараться. И, знаете, вы, например, допустим, да, вот как пример, вы соседу говорите: ой, у меня там лампочка перегорела. И он такой: ох, я помогу, я починю, я новую поставлю. Он заходит и видит, что у вас, например, там выключатель
не зафиксирован. Он вам и лампочку поменяет, и этот выключатель зафиксирует, и еще что-нибудь сделает. Да? Вот прям придет на вас, поработает. Смотрите, и ему хорошо, он будет в вашем обществе, в обществе любимой женщины. И вам будет очень хорошо, потому что человек, ну, абсолютно, да, бесплатно, вот прям постарается и сделает как надо. Приятно, девочки. Он в вас влюбленный. Вы это чувствуете, но вы не хотите этого признавать. Да, потому что мужчина не свободный. Но тем не менее, видите, это не помешает ему прийти и вас порадовать. Так, еще момент. Момент радости от... Но это не встреча. Не встреча. Может быть, в интернете вы кого-то найдете. В интернете. Или вас кто-то в интернете найдет. Подруга, друг, да, вот человек, с кем вы очень давно не виделись, но кем вы недавно интересовались. То есть вы либо искали этого человека, либо вы думали об этом человеке, да, вот прям сидели и думали, интересно, а как случилось, вернее, как сложилась судьба того или иного человека. Вот хотелось бы узнать. И этот человек вас найдет. Представляете? Вы так обрадуетесь друг другу. А у вас такой хороший разговор будет. Ну, возможно, переписка, возможно, по телефону поговорите. Вот, очень много интересного всего узнаете. Вот, тепло, душевно будет. Приятно, очень приятно идет. Так, девочки, у кого соперница? Какая-то злобная женщина, знаете, похожа на огнедышащего дракона. Вот, прямо в вашу сторону выпускают эти вот искры, пламя, дым, что она тут только не делает. Смотрите, ваша соперница. Ваша соперница. Я вот не пойму, что с ней происходит. Что-то с ней происходит. Вот как будто бы как черная полоса у нее, что ли, в жизни происходит. Как все, знаете, в тартарары у нее летит. И у нее были очень обширные планы на вас. Вот чтобы вам что-то плохое сделать, либо как-то досадить, помешать чем-то. Вот. И у нее ничего не получается. Ничего не получается, либо то, что она готовила для вас, она вот сама в это попадает. Она вам, во-первых, признается в том, что она вам хотела навредить. Да, помешать, навредить, какую-то каку сделать. И потом, знаете, еще вас обвинит, скажет, это все из-за тебя, это из-за тебя, что такое? Я хотела, чтобы тебе было плохо, а теперь мне плохо. Ну, для вас это, конечно, будет сюрприз. С другой стороны, я не могу сказать, что принесет вам радость, потому что человек вы добрый, я это вижу, но ну, туда ей дорога, мои хорошие. Вот какая-то женщина, которая вас любит, будет очень рада этому. Еще будет вам говорить, ну что ж ты такая грустная, что ж тебе ее так жалко. Вот она бы тебя не пожалела. Говорит, вот а я рада, что с ней так произошло. Потому что она вражина, потому что она нехороший человек. Да, вот так будет. Может быть, на работе какая-то сотрудница там злобная, может быть, соседка какая-нибудь коварная, может быть, действительно какая-нибудь там разлучница, да. Но тут переполох конкретный будет. Почему-то она, знаете, как на публику, что ли, работает, да, либо очень много людей будет знать, что вот с ней какие-то неприятности, причем одна за одной неприятности идут. А вы как в стороне стоите, наблюдаете, как вершится высший суд. Да, ну, попрощайтесь со своей соперницей, либо со своей вражиной. Конкретно ей прилетит. Так, еще один момент, он связан со здоровьем. Вот кто-то у меня недавно сдавал анализы, либо кто-то очень переживает, что состояние у вас нехорошее, да, что какие-нибудь нехорошие болезни, да, могут случиться, либо уже случились. Смотрите, вот эти прогнозы, они все не подтвердятся. Наоборот, вы, как говорится, отделаетесь легким испугом. Ничего серьезного нет. Абсолютно нет. Вам и доктор хороший попадется, и анализы вы какие-то правильные сдадите. Вот вас успокоит. Ваша проблема, она какая-то несущественная и устраняется вот как-то очень легко и быстро. Вот. Ничего, полечитесь, восстановитесь, не думайте вы о плохом. Ничего плохого у вас нет. Поверьте, все хорошо будет. Так,
Ну вот еще у меня кто-то ждет, мужчина ждет. Не могу сказать, муж, сын, брат, отец, вот какого-то мужчину вы ждете, все, либо весточки ждете, что он вернется, ждете, от него чего-то ждете. Значит, мои хорошие, не от него, но о нем вы информацию получите. Информация очень приятная. Вот страшного не будет, наоборот, будет вот прям облегчение души и сердца. Хорошая информация придет. А немножко, правда, попозже, вот я вижу, в течение 10, где-то 10-12 дней придет информация. Хорошая информация. Именно о нем. Не от него, а о нем. Вот, будет очень приятно, вы прям успокоитесь, как, знаете, выдыхаете, говорите, слава Богу, хоть так, да, хоть так. Вот. Хорошее время вас ждет. Так, и напоследок. Вот у кого-то есть план, не знаю, где-то поучаствовать, участвовать в чем-то, какое-то мероприятие, конкурс, может быть, даже какая-то, не знаю, олимпиада, соревнования. Но у кого-то даже лотерея может отыграться. Да? Вот где-то вы хотите поучаствовать. Обязательно участвуйте. Не вижу тут прям победы и лавровых листов, но вижу очень приятные призы, либо какие-то возможности вы получите. Не отказывайтесь. Поверьте, победа — это не всегда вот прям все. Все, о чем я мечтала, это победа. Есть еще и другие призовые места, есть еще другие там ценные подарки. Идите, участвуйте, вам обязательно повезет. По крайней мере, вы с пустыми руками не уходите. Вот это я вижу. А вот если откажетесь, ну тогда просто мимо пройдет. Будете жалеть. Жалеть не надо, надо участвовать. Все будет хорошо. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.